Kanada kuştu darna fabıkşın Azuhtar valda gavda ufameşin Da tüpürüşta derfkıtı day Hajni kwe bavşadi. Момент знакомства это было студенческие годы, когда я училась в Амхате еще. Вот тогда начала формировать наши спектакли, чтобы мы их привезли в Симфонию и там доделать все это. И он с нами проработал целый год в Москве. И еще там убедилась, что он интеллигентный человек, талантливейший. Никогда он не возмущался. Удивительно, мое воспитание, она гораздо. И когда мы сюда приехали, все спектакли оформлял он. Первым долгом время было такое в театре и в оформлении, когда большие декорации делали. Сейчас какие-то шины поставят и играют. Но тогда полностью и дворец должен был быть, мост должен быть, все. Вот это так оформлял. Первое оформление он сделал испанский священник Флетчер. Там огромный мост. Под мостом, естественно, вода течет. И он там сделал лодку. А под лодкой он голубой палас сделал. И веревку привязал и сам сел в оркестровку. Чтобы эту веревку как будто плывет эта лодка. А в лодке сидели ее будущая жена Донара Кумаритова и Гоги Челеса, которые должны выбежать оттуда из лодки, выпрыгнуть. И начинать испанский танец. Это же испанская песня была. Ты не представляешь, что это было. Он тянет веревку, лодка идет, зритель. Что это такое? На сцене вода. Ну не вода, ну плывет же лодка. Вот это такие вещи делали на сцене. Притом костюмы, это я не знаю, он сперва их рисовал, но естественно, как художники делают, рисовал. «Остров Афродиты», английская песня. Я должна купить. Англичанка. Декольте должна быть с бретелками. До сих пор брюки в плечах сохранились. Тата я говорю, ни один у меня свистит, я говорю, художеский зритель. Евелина, я художник. То, что я говорю, то и делаю. И я взрывалась. Евелина, ты оденешь их обязательно. Так, монотонно. Я возмущаюсь, а он нет. Надел на меня эти брюки через слезы. Папироска во рту, декольте, бретелками. Ну тогда это была сенсация, брюки. И я должна была прыгнуть на свою любовь при встрече сзади. Он спиной стоял. Тогда я говорю, я не прыгну. Не индийская девочка Гукаева, а это англичанка. Другого воспитания. Прыгнешь, я говорю, не прыгну. Прыгнешь. Ну, значит, он такой был внимательный, чтобы мне легко было прыгнуть на его плечи. И принес вот какой-то такой маленький стульчик или что-то, пенок был. Вот на этот пенок, говорит, прыгнешь, потом на него. Ну, это я сделала. То он помимо костюмов еще и режиссерскую работу осуществлял? Он подсказывал. Режиссерскую работу я потому говорю. Он подсказывал постоянно. Я прыгнула, естественно. Были аплодисменты. А потом говорю, что Тукаева, теперь будешь меня слушать? Я говорю, угу. Я приехал в 57-м, и кроме стен там ничего не было. Ни крыши, ничего. Только стены. И в течение года театр уже был готов. Так быстро все восстановили. Идеальный театр, ну красота. Внутрь зайдешь, радуешься. Зал. На сцену поднимешься. Вот таким же тоном, как сейчас я разговаривал на сцене. Никогда не кричал. Потому что там такое эхо было, отдача звуков в зал. Такого я, кроме вот русского драмтеатра, а говорят, что там испортили после ремонта. Тоже вот такой отдачи звука нету. И вот я познакомился с Таурбеком. Говорят, его познакомил меня Мелс. Я говорю, мой дядя работает хорошо, он говорит, варяга работает чешмой. Ну, познакомились, приятный мужик, очень приятный, очень простой. Очень часто виделись, почти каждый день. И в конце-то концов мы общались до такой степени просто, как будто мы были очень близкими людьми. Приходит время, это был 59-й год.
И задумали поставить спектакль по пьесе Давида Туаева «Сказка Орла». Массивная была постановка, очень красивая постановка, сцена идеальная, чего там только не было. Ну, крепости такие он построил, так, что когда с зала смотришь, как будто действительно это идеальная крепость на сцене. Такие формы у всех. Царь, царица, вот это их девочка. И вот когда я выходил на сцену, я любовался вот этой красотой формы у всех исполнителей. Столько богатства смотрелось со сцены в зал, или наоборот, сидишь в зале и смотришь на эти чудеса на сцене, в этом спектакле. И все это придумал Талбек, татар наш. Ну, когда я был молоденьким, я повторяю, и до меня так не доходило. А вот когда годы идут и вспоминаешь, я удивлялся, как же он все это выдумал. Настолько естественно было. А у меня роль была там небольшая. Отдельный кусочек, ни с чем и ни с кем не связан. Можно было не давать. И так и решили, что этот кусочек мы оставляем, а все остальное идет. И мне стало обидно. Почему? А я любил эту Пехлеван. Пехлеван по содержанию, он был главой охраны вот этой крепости и главарь всех чертей, которые были под землей. И Тата такие чудеса сотворил с моим внешним видом, что это удивительно. Надо же было таким фантазером. Черную шкуру овечью он откуда-то притащил и сшили мне в обтяжку чего-то такое. Потом все лицо было черное, брови белые, нос белый, губы белые. В обтяжку мне что-то он придумал. И какой-то краской вот такие эти сделал, как будто змеи на мне висят. На руках и на ногах. А все в шерсти. Вот такая голова, башка, панчон. Вот такой ширины усы, 3 пальца длинные эти сделал. А здесь усы я приклеил, у меня же свои усы приклеил, вроде бы нормально. И выхожу на сцену, а он какой-то такой электрический отражатель, или как назвать, даже не помню. Он поставил на сцене внизу, все темно, только вот этот темно-синий цвет идет на сцену. И я, как мне объяснили, на меня смотрят как на какого-то непонятного, то ли животное, то ли не животное, то ли человек, то ли не человек. В общем, не поймешь. А все это, вот эти, они блестят. И все думали, что на мне действительно какие-то змеи висят. И вот я вошел в азарт, так вот отсюда отскакивает ус. Вперед, зал хохочет, гремит. Я одним пальцем, 3 пальца, так, а у меня голова как у Маркса. И все вроде бы нормально. 5 начинаю говорить, ус вперед. Как будто специально это было сделано. Хохочут. Короче говоря, спектакль закончился. Тата поднимается, обнимает меня. Ну, говорит, ты чудеса творил сегодня. Они дрессировали меня с Мелсом примерно месяц каждый день. Чего только я не вытворял на сцене. И танцевал, и гимнастические упражнения, и орал, и пел. В общем, делай все, что можешь, что хочешь. Только текст не забывай иногда. Свой текст. Вот я говорю, только Юлия Шарма. Юлия Шарма. Вот такие чудеса были. Так что Талбек меня сделал вот это вот чудесное. Фактически это он есть. Интересно, мне случилось там дерево. Ведьма идет, а дерево пускают ведьму. Швят и так далее. И на мне было дерево.
А я где-то видел, что-то мы выпили, ребята, и мне стал тащить я, когда на выходе я с ним ушел. Дерево ушло со сцены. И выскочил, что такое надо делать? Я говорю, мне плохо, мне сердце. Словом, что они еще делали? Тетя Галина играла в этой сказке. И она должна была символично, как будто на ее голову яблоко упало сверху. Ну, мы же все воображаем. У нее не получалось. И что он делал? Полез наверх, взял яблоко. Нина сидит, и он Анине голову яблоко бросил. И она тогда поняла, как надо играть. Он такие вещи делал. Помогал. Он как режиссер тоже помогал. Он был во всем талантлив. Для нас был достопримечательностью нашего города, потому что туда посмотришь, его скульптуры, и сюда посмотришь, а кто это сделал, Тата. И все его любили и знали. И любили, конечно. Ну, его не любить невозможно. Невозможно. И вот меня спрашивают про «Вольный ветер». Да, он поставил «Вольный ветер». Это была оперетта. В условиях Цинвали оперетты никогда не было. И он, конечно, не профессионал, и все актеры не профессионалы. Главную роль исполнял, я забыла, русская девушка была местная, а мужскую роль исполнял Вова Алмазов. Вот. Вова Алмазов тоже был самоучка. И та тоже. Так что здесь профессионалов не было. Как мы его и называли, Ники, это Федя Харепов. И они пели и танцевали, как в оперете положено. Пусть никто не обижается, по общему положению осетин севера и юга. Абсолютно они скрытые все актеры. Мелодии всех, и «Вольный ветер» я знал наизусть. И старого актера Цезаря Галя, и Янго, там, песня «Пепита дьявола» и так далее, и так далее. Там. Только с ними немножко надо поработать, и они все вдруг... Эта оперета очень сложная, Дунаевского. Там надо хорошо петь, и все такое. Все это было чудесно. И я часто вспоминаю, как же ему это удалось. Ну вот он был такой творческий человек. И он понимал, что нужно и материал. Материал нетрудно было найти. И он его нашел буквально под рукой у него было. Я помню, как режиссер Заревич, это, кстати, не относится, но косвенно относится. Режиссер нашего театра говорил, что я, говорит, беру с улицы ребят, а потом они уходят в армию или еще куда-то. Они, говорит, играют Шекспира. Бурю он поставил, просто, говорит, играют и все. Шекспир, Он да? удивлялся. Я актером тоже играл. Я Червена играл. И хотел Отелло сыграть. Я Отелло до сих пор знаю. Ой, Сахус, Мазарды Сахус. Она продету мекал. Я хардгамит, Тайрасух, Дарволекан. Ай, канут ми яг, андарар фашайзен. Архус синканун сра. Ама вот давка хус синканун нарухслак кадиганат. Вот ма камарзан погрометеян. Самайта ног даривес сузинкалнарт. Вот это сих пор помню. Вот на площади, я там рядом жила, и на площади все происходило. Театр. И мы выходили туда и делились впечатлениями. Там можно было сесть, вот, например, я, честно говоря, вот я села, а рядом сел мой одноклассник Лев Юрий. И он мне говорит, давай споем Радамеса и Аиду. Я говорю, давай. Заключительный дуэт. Когда они там уже в подвале сидят. И дочь поем. И мы поем. И никто на это не обращает внимания. Это как в порядке вещей. И Тата там уже. То есть мы были как у себя дома. Вы понимаете? Это был наш дом. Такая жизнь была в феврале. Ну, мы все, не Таты, конечно. Он универсал. Художественный универсал. Вот сейчас Виктор Сикоевич говорит, что более одаренного я не видел. Он был самоучка, и художник, и режиссер, и скульптор. Масса у него талантов. И человек замечательный был. Я его видела в гостях в Ольге Николаевне Ханкаевой. Он был исключительно еще и мягкий, и тактичный человек. Вообще обаятельный. Жаль, что он рано умер. Он много сделал.
Такое воспоминание у меня. Да не только у меня. Всех, кто знал его. Говорят о Урбеке, нельзя не сказать, потому что память человеческая, она очень короткая иногда. И все, кто послушают нашу передачу, они должны знать, когда они приходят в Осетинский театр и поднимаются в фойе второго этажа, и очень долго рассматривают майолику, которая на огромной площади над входом в зал, я просто хочу им напомнить, что эта майолика создана двумя большими художниками осетинскими, равно принадлежащими и Южной Осетии, и Северной Осетии. Для них Осетия была тогда уже одна. И вот эту майолику и эскизы эти разрабатывали Тата с Умаром и создавали это Тата с Умаром. И Умар Гассиев, я имею в виду. Я хочу сказать, все, кто приходят, когда вы стоите, обратите внимание, с чего начинал театр свою работу, что театр с собой в будущее может в актив записать, потому что это был Давид Туаев со своими совершенно феноменальными по природе своей комедиями. Слава Богу, они не сходят со сцены Осетинского театра. Это был Гриш Плиев со своим Чермен, а позже и другими пьесами и переводами, и всего Шекспира перевел нам, можно сказать. Нельзя не говорить о том, что это панно не могло обойтись без того, что нас бросило во всемирную культуру, во всемирное театральное пространство, когда Хапсаев сыграл Отелло. И, конечно же, здесь и Греция с Еврипидом, и Медеей, которую играли не одно поколение, это играла и Туменова, играла и Заира Хапсаева. Это все история рождения пути, который прошел Осетинский театр. Великий художник, великий реформатор. Он все видел. Он из ничего он делал декорации. Понимаете? Даже в Тбилиси пришли в восторг, когда какую-то декорацию он оформил. И смотрят, и они удивляются, что это такое. А потом уже, когда близко подошли, подходили близко, и уже руками потрогали декорацию. Измарли. Он сделал какую-то великолепную декорацию, оформление всего спектакля, который показывали в Тбилиси на ДК. В Тбилиси, они были в восторге. По-моему, я точно не могу сказать, но, по-моему, первое звание дали ему. Первый раз, когда мы давали, по-моему, заслуженный художник или что-то, дали вот художнику. Великий осетин. Осетин в буквальном смысле, великий осетин. Хтав. Когда мы говорим о Хтав или там что-то такое, это был великий человек. Великий художник. Амран ставил этот Хугаев. Не знаете, я тогда был рабочий, притом молодой человек. Мое дело было ставить декорацию, помогать там все. И потом, даже когда меня пригласили, уже как я участвовал, еще в конце участвовал, как это началась моя личная вот актерская работа. Меня ввели, посмотрели, меня ввели. Вот этого парня надо вести туда в массовку, меня ввели в массовку. Даже, по-моему, вот сам же участвовал в массовых сценах. Очень много людей. Прометей старый. Пластинский называется по-другому Амран. Эвелина, а я играла главную роль Шабахана. И чтобы я не начала опять возмущаться, он говорит, я из мешковины тебе сделаю платье. Как я взорвалась, как это так из мешковины ты мне будешь платье делать? Эвелина, когда ты оденешь, тогда возмущайся. Из мешковины он делал мне платье, и когда я ее одела, это было что-то невероятное. Он так ее покрасил, так красиво он сделал. Я, конечно, замолчала. Ну как тебе еще? А как он играл на пианино? Никогда вот встретишься у порога с ним, пока он дверь тебе не откроет, пока не выпустит, то ни за что не выходи. Фирма, не знаю, тогда интеллигенция была здесь, в Хабаровске, когда я приехала в 1961 году. Профессор Абаев, это не тот Абаев, другой Абаев был, профессор, Габараев профессор. Очень много интеллигенции ходила тогда в театр. И среди них выделялся Тата. Он вообще был такой интеллигентный семьи. И такого театрального художника театр с тех пор
Не имел и не видел. Да, был ученик еще Чучелова наподобие, потому что был учеником Тату. Вот единственный он. А после этого, ну, не повторилось. Что делать? Первым долгом, когда занавес открывался, аплодисменты бывало на оформлении Таты. Но на сцену никогда не вышел. Настолько он был скромный. Там было сплошное обаяние вообще. В нем не было, он не был, даже нельзя сказать, что он был разговорчив. Я не могу сказать, вот это важно. Что бы ты ни сказал, ты чувствовал внутренний отклик. И что бы он ни сказал, всегда значимо было как-то, понимаешь? И ты его чувствуешь, может быть, ставкой даже не надо было говорить. Можно было усмехнуться, можно было знать, вот прохожие, как он относится, и как я к этому человеку. Удивительно у меня, и не только у меня, мне кажется, вот, я же говорю, дети расстрелянных отцов, они носили какую-то печать такую на себе. Печать печали, что ли, не знаю я. Какой-то внутренней наполненности такой, знаешь. И все понимают. Счастливые люди не очень многое не понимают. Знают об этом, но не понимают. Не переживают. В нем было много сочувствия. То есть мои редкие встречи с Татой, совершенно случайные, не специальные, всегда было, что мы как бы прожили одну жизнь. И конкретно рассказывать о фабуле этой жизни было не важно. Важно было, как мы ее проживаем. Как мы остаемся самими собой. Вот что я хотела сказать. Вот что я хотела сказать. В этих трудных условиях у меня мурашки по рукам. Многие сдавались. Надо было сохранить себя, как сына Сави, как дочь Ладо. Вот этот уровень, вот эту планку не снизить. В Москве говорили педагоги, неужели Куртасицыны такие интеллигентные, образцов вот так вот? Они удивлялись. Почему удивляетесь, я говорю, мне тоже ничего. Тата сделал великие вещи для города, кроме всего, кроме того, что он сценографом был, что он ставил пьесы, он был еще стал скульптором. Вот у вас есть эта скульптура. Я уже сказала, что он удивительно сделал Хитагурова близким для каждого, кто проходил мимо этого памятника. Потому что героический образ Хитагурова несколько фантазный такой стоял, да, там. Ну, хороший вообще, Дантьевский это там. Но когда Тата сделал Фатиму, он тем самым что-то прибавил к этому образу, сделал его гармоничнее, как-то, понимаешь, близким каждому, душевным, что-то, какая-то такая музыка другая была, понимаешь. Удивительно было. Именно Фатиму, именно Фатима у ручья там была, да. А в парке был другой такой классический, что-то там, рыбы две были, да, фонтанчик с рыбами, да. А потом, это третье было. А потом Амур был, да, с этой рыбкой тоже. Да. То есть представить город Хинвал без Таты, без этих людей просто невозможно. Еще что я хочу сказать, как о человеке я хочу сказать. Вот тут у меня даже нет слов, которым я бы охарактеризовала Тату как человека. Это настолько вот такой он был нездоровый. Я же видела, как он
страдал. Потом, когда он оформлял спектакль этот, как его, бритаевскую эту, «Амран», он делал чеканку, огромную чеканку на всю сцену тоже делал. И он нас сам делал, и он настолько любил свою работу и отдавался своей работе, что он к концу не мог встать. Встать не мог на ноги. Вот такой он был трудяга, и такой вот он был человек. Как-то мы купили мебель. Я ему говорю: тата, я тебя умоляю, не бери тяжести, не бери это. Что ты говоришь, кто тебя отнесет? Это вот я знала, что у него здоровье очень плохо. Я знала, что у него давление бывает очень высокое. Если 17-летним его на передовую войну, и представьте себе, 17-летний цхибалец поехал на передовую. И с чистой душой, с чистым сердцем. Представьте себе, как он не жалел себя. И что там еще осталось, какое здоровье там осталось. Я ему говорю: тата, я тебя очень прошу. Мама, тата, намахал, саманайка, ни за что. Пока он всю мебель вместе с нами не перетащил, он не ушел. Такой спектакль, как «Сармат и его сыновья», оформленный Аурбеком, и сделанное безумно интересно по своему оформлению. Революция все ломала, все крошила. И вот эта ломка вся, разрушение, оно шло не только по вертикали, оно шло и по горизонтали. И если все то, что происходило в революции, и все то, во что приходила революция сама, не сдвигало все с места, значит, это была тина, в которую можно было войти. Но тут революция проходит через семью, революция проходит через сердца отца, матери, детей, которые ушли по разным дорогам из этого дома. И вот когда такое смешение происходит, то таким событиям надо найти и соответствующую площадку, на которой это все должно было происходить. И к великому моему удовольствию, да и удовольствию режиссера-постановщика, в первую очередь Геора Хугаева, ими был создан совершенно феноменальный спектакль по революции. Это был «Шармат и его сыновья». Это была пьеса, которая заставила на долгие годы заполнять Осетинский театр. И говоря вот об этом пространстве, которое нужно заполнять, конечно, сегодня свое место заняли бы Федор Калаков и Владимир Трапсаев. К счастью, эта сцена из спектакля осталась на телевидении. Им земной поклон за то, что они умеют такие вещи сберегать. И мы можем крохи этого романтического спектакля увидеть и по нему судить, какой это был спектакль. А в оформлении этого спектакля огромную роль сыграло полное отсутствие интерьера. Тата Гаглуев как будто поднялся на какую-то высоту в горах и оттуда сверху увидел противоположную сторону этих же гор. Ломанные такие площадки, плоскости, вот как сланец. Даже вот здесь вот мы видим в этом интерьере сланец, который легко выкладывается. И очень интересно его смотреть вместе с этим кругляком. Да? А у Таты это были плоскости, как будто огромные плиты вот такого сланца. И на этих разных высотах происходило это действие. И происходило оно то на одной площадке, то на другой, то на третьей, то... А потом, когда Шармат узнает, что сын не вернулся, что сына больше нет, его ждут уже столько лет, а его все нет, произошла такая вещь. По этим ломанным плоскостям с разных сторон в дом Шармата приходят, как бывает по традиции у нас, женщины, платощицы идут.
И эти плоскости заполняются вот этими женщинами, идущими в трауре. С одной стороны, с другой стороны. И вдруг в Москве на премьере, когда выехали с гастролями Осетинский театр, 6 спектаклей повезли, и из уст Майлбека Цехиева, это я слышала сама, я не видела этого в Малом театре, играли в Малом театре, а был приглашен весь ЦК на этот спектакль. Был и Иса Александрович Плиев на этом спектакле, министр культуры. Спектакль начался, а начинался с небольшого вступления, и потом вот появление вот этих женщин в трауре. И вдруг Иса Александрович взлетает со своего места, просто и вылетает из ложи. Что случилось, никто не понял, и директор выходит, Цехиев тогда был директором театра, он выходит за ним. Заходит за ним в кабинет, где их принимали. Иса Александрович утирает свои слезы. И, обливаясь слезами, рассказывал Цехиев, говорит: директор, я не могу видеть, когда наши матери идут вот таким вот образом. Я не могу это видеть, прости меня. Налили ему рюмочку коньяка, он выпил, и тогда немножечко успокоился, пошел досматривать дальше спектакль. И Тате, конечно, огромная благодарность. Шишгарин Талата Швазат, след огромный он оставил. Это другая школа живописи была. И мне кажется, сами участники спектакля, скажем, Уаржон Жарок, любимая песня, написанная Исааком Годичевым. Я надеюсь, Зоя Годичева расскажет об этом спектакле, потому что там совершенно другая природа была. Это происходило высоко в горах, но в другой атмосфере, где много любви, где много воздуха, где много... И мне кажется, вот этот воздух, занавес, когда открылся на этом спектакле, зрительный зал встречает художника и благодарит художника таким рукоплесканием, что забыть такие вещи, конечно, невозможно. Вклад Таты в работу Осетинского театра, конечно, ни с чем не сравним. Тата для меня – это особая категория. Во-первых, это наша первая пьеса, когда мы в Юго-Осетии познакомились, он оформил все наши дипломные спектакли. 7 спектаклей, кроме юго-осетинской нашей студии, не привезла ни одна студия 7 спектаклей и 2 концертные программы. И он оформлял все наши спектакли. Это Егор Булычев, это «Две свадьбы», это Гоголя, «Женитьба», «Легенда о любви», там хотели гогловскую пьесу. Володя Гоглова пьеса была. И я там должна была главную героиню играть. Какое там было оформление. Потом так получилось, что мы в 1963 году переехали сюда. А Тата уже был здесь, Таурбек. Опять ставили эту пьесу «Легенда о любви». И я никогда не забуду в жизни, я никогда ничего подобного не видела. Сколько мы и в Москве за 5 лет видели спектаклей, сколько и здесь ставил он. Но такого вот и в Газете, и в Тбилиси, сколько я видел, ни одного оформления вот такого не видел, как «Легенда о любви» Гоглоева. Какое было оформление? Это было из стекла, занавес сделан был. Это было настолько это было восхитительно, что я ничего подобного я в жизни не видела. Потом Исаака пьеса в 65 году или в 60, позже я уже точно год не помню. Это была первая Исаака пьеса. Пьеса прошла очень хорошо. И я считаю, что 50% успеха была Татина. Это была такая декорация, там был такой задник, вот как будто ты, это в лесу, происходило действие в лесу. И внучка приезжала к своим дедушке и бабушке отдыхать. И вот в этом лесу, вот когда ты выходила из этого и входила в эту декорацию, полное, это было такое впечатление, как будто ты лесным воздухом дышишь, как будто ты вошла в живой лес.
Вот такое было впечатление. Это было, конечно, гениально все. Сколько он оформил спектаклей, какие были. Потом мне очень запомнилось, сейчас у меня с памятью не очень хорошо, но мне запомнились наши муж моей жены. Это оформление, это стилизованные осетинские костюмы. Это мы настолько в них выглядели хорошо и настолько в них чувствовали себя, что для актера это если музыка помогает, всегда говорят, тебе помогает это, да, это значит хорошая музыка. Тебе помогает твой костюм, да, значит это у него были вот такие вот костюмы. Но особенные вот для меня, вот в моей практике, вот эти вот из любимой песни, да и все остальные тоже были очень, все было гениально, все оформлено. Но вот эти вот мужа моей жены, потом тещу тоже он оформлял, это стилизованный осетинский костюм, и как раз тогда вот он первый раз это сделал, и все думали, что, ну, в общем, все хватали вот эту стилизованность, все хватали и все это повторяли. Во-первых, я считаю его, что его ни с кем нельзя сравнить. Сейчас все якают, все говорят, я вот такой, я вот такой. Я за столько лет никогда от Таты не слышала я. А сколько чего он умел делать и сколько чего он сделал. Одни песни, правда, я знаю только 2 песни, Исаак их исполняет. Я до сих пор, вот Исаака уже 18 лет нет, но я не могу спокойно слушать эти 2 песни. Это «О Пострашегмади», это «Фияу жарок». И все меня спрашивают, а вот эта песня «Фияу жарок» там есть, «Фияу жарок» там есть? Это песня тоже его. То есть это народное, это самое представление о том, что медведь вылез из берлоги и был очень охотно фруктов поесть. Нету нигде фруктов, если видит, что-то цветет. Ага, это цветет, пока ничего не цветет. Оно раньше всех созреет. И встал старость, когда созреет. А это кизил. Раз всех расцветает, после всех созревает. И вот этот пример приводит. Как вот медведь остался под кизилом, ожидает, так я жду тебя, это парень, девушка, брат, обращается. Так я заждался просто. Аж целым кудбажаный, я в Таденстер, даже на орешники уже появился ягоды. Это был гениальный человек. Мы дружили. С ним просто сидеть рядом и беседовать, это уже даже что-то стоило. Вот он написал «Фияу жарок». Вот это «Фияу жарок». Это уже никто не будет знать автора, все равно будет это звучать. Это уже в осетинскую классику входит. Несмотря мы сами это не понимаем, но это уже есть наша классика. То, что он в театре творит, это еще сейчас, где вот эти эскизы? Где это его оформление? Он из как будто металлические были, такие украшения делал на сцене. Как это он придумывал? Вот вы не представляете, когда поставили спектакль «Муж моей жены», вот как раз Таурбек, Тата, мы его звали Тата, он вот первый в осетинском стиле сделал современные, в общем, европейские, как бы европейские костюмы, но они были все. И уже начали на улицах носить. Некоторые девочки, ребята уже начали одеваться так. Костюмы эти наши, стилизованные костюмы из мужа моей жены, вся республика, потом весь город шили себе, и каждый этот модельер или этот говорили, что я это придумал. Я говорю, а что? Я говорю, здравствуйте. Я что, не знаю свой костюм, что ли? Я ее уже сносила, мы его столько играли, этот спектакль. Наверху в театре вот это вот произведение искусства, я считаю. И внизу даже в буфете, это все оформление Таты. И он так и себя тратил на это тоже. На все он себя тратил. В такой мере. Вообще, это таких людей, сейчас таких профессионалов, я во всяком случае не знаю.
К великому сожалению, до сих пор мне бывало стыдно, что говорить о своем муже. Если никто о нем не хочет говорить, кстати, никто не говорит. Я вот сколько, я фотографию как-то предложила, чтобы был портрет его хотя бы в театре. Чтобы был портрет. Это гениальнейший, хотя бы если бы он вообще ничего в театре не сделал. Даже вот это, что в фойе вот это камнем и в буфете, это уже гениальное дело. Я вот, например, я вот так вот думаю. И все. Вот даже никто не знает, кто был Таврбек. Мы часто вот общались, часто сидели. Он очень, я бы сказал, что он большой философ. Интересен был, как Таврбек, как всесторонне развитый человек, философ, художник, музыкант, композитор. Он прекрасно понимал классику, прекрасно, и Чайковского, всех композиторов. И о нем я уже несколько раз даже говорил нашим редакторам, когда я еще на радио работал. И несколько раз говорил нашим музыкальным редакторам. Те интеллигенции, допустим, те, которые открывали в 1935 году театр, в ансамбле в 1937 году, там же личности были, хотя бы в год, хотя бы 5-10 передач делали, чтобы молодежь не забывали, откуда все рождается. А там написал просто шик. И первые исполнители были мы с Исааком Гуличем. Первая запись. И Мади тоже здесь. Da kuştu darna fa bıkşın Azuhtar valza gavdav fa meşin Da tüpürüşta dirfkıtın day Harni kwe bafşadin Nabuz kavbaştı var jon poşt Haşak o koptak saşt madin Păjână șaragma, ad gazeta na cartma, moadăștăc și majarada. Da varștairi veșuză pilonart, da ulbătten marai zașt ponte sart, Aș hud m-am rășuc vante ulantai, da tașca cu hari. Anod mai rukšavtai da matai, ma hopat sašt madi. Nece jete šarandar, de mazura samanda, Vama valšat mažarada. Ana dau kuştu darna fa bıkşın Azuhtar valza gavdav fa meşin Da tüpürüşta dirfkıtın day Ажнико бавшадин Набускав башты варжон пост хашак Попопак сашт мади Кофажен шарагма
Ad gazetta na kartma, vadështër shëma zharada. Buscau băște oarjon poșt pașak, o copac tașt madi. Na čežit šarandar, de mazura samanda, o ma valšat ma žarada.